Коллеги, после матча пресс-конференции с участием клуба «Зордой», Владимир Викторович, наверное, тяжело спрогнозировать и как-то натренировать игру в меньшинстве с первых минут. Тем не менее, как вы постарались перестроить игру, учитывая, что команда вышла вперед? Я хотел бы поблагодарить в первую очередь команду за характер сегодня. Да, обстоятельства матча таким образом сложились, что удаление, конечно, немножко поменяло наши планы, и нужно было быстро реагировать на сложившуюся ситуацию. Вот, наверное, не все у нас получилось сегодня в позиционной атаке, исключительно из этих обстоятельств, что произошло удаление. Конечно, нам нужно было уже сосредоточиться на организованной командной обороне, чтобы мы компактно оборонялись. Вот, в целом, что мы и сделали на протяжении всего матча, за исключением, наверное, вот этого момента, когда соперник нам забил гол и отыгрался в матче. А так, еще раз хочу поблагодарить ребят за этот характер, вот, за то, что, к сожалению, так случилось, что да, вратарь на выходе сыграл, и система ВАР, скажем так, определила, наверное, опасную игру там в отношении нападающего. Трудно, конечно, сказать, но коль такое решение принято, уже, как говорится, нам тут надо было принимать эти обстоятельства. Вот. Но очень хорошо, что вот Адилен, да, вышел наш второй вратарь, и в очень непростой ситуации, когда помимо того, что бывает, случается, дай бог всем здоровья, ну, бывает замена вынужденная вратаря из-за травмы, да, а здесь как бы красная карточка и 11-метровый. И вот очень хорошо, что такой импульс нам придал наш вратарь, который тут же, как говорится, не спасовал, а сработал отлично на ленточке и отбил этот удар. И, конечно, команда воспряла духом. Это и есть вот командная работа и взаимовыручка. Поэтому в этом отношении огромная благодарность вот вообще всей команде за вот те моменты, которые мы сегодня испытали. Да, к сожалению, мы не одержали победу, но наверное, вот этот характер мужской и вот это терпение и желание все-таки найти свои шансы в контратаках, которые были у нас, вот, это говорит о том, что у нас все-таки было желание не отстоять этот счет, да, ничейный, по ходу уже второго тайма, а все-таки найти свои контраргументы для того, чтобы постараться выиграть этот матч. Спасибо. Атлет бүгүнкү беттеш боюнча ой пикириң кандай? Бүгүн оор болду деп ойлойм. Oyunun başında эле красный карточка алып, жеңил эмес эми. Анан ойлойм пенальтидагы күткөн эмеспиз да биз. Мен бирок даяр болчумун. Игрокторду изучать этип, нападающийни изучать эткенбиз. Ошо. Рахмат, суроолор кетиптештер. Какой игровой момент вам понравилось в исполнении команды, а какие моменты требуют улучшения, по-вашему? Наверное, я думаю, сначала надо посмотреть уже в спокойной обстановке, сейчас, когда эмоции улеглись. Во-первых, видео просмотра на тренерский штаб, конечно, мы будем смотреть, анализировать. Вот. Но понравилось то, что все-таки, я опять-таки повторюсь, мы искали свои шансы в контратаках. И вот в конце и Анвар наносил опасный удар в дальний угол. Ну, наверное, самый явный такой момент, который мы могли бы более выжать с этого эпизода, это был у Ильи Гулько, когда он вышел по центру, да, вот, мог еще делать небольшое движение вперед, чтобы все-таки сократить это расстояние до ворот и нанести более прицельный удар. Это более явный был такой голевой момент. Поэтому очень рад, что ребята все-таки вот эти возможность проводить быстрые атаки, конечно, мы планировали это и в полном составе делать, и позиционную атаку тоже у нас были хорошие направления задуманы на этот матч, но позиционная атака отошла, как говорится, на второй план в связи с удалением. Вот. Ну а в контратаках мы-то в принципе были опасны сегодня. Вот. Плюс стандартные положения, конечно, тоже имели решающее значение, но ни мы, ни соперник не были успешны в этом компоненте. Вот. Поэтому давайте дождемся, дай бог, мы постараемся над дисциплиной поработать, но тут опять-таки, наверное, к вратарю трудно предъявить претензии именно с точки зрения там, нарушения игровой дисциплины. Это чисто игровой момент, и, наверное, вины вратаря я здесь чисто на тренерский взгляд не вижу, что здесь вратарь хотел там каким-то образом там ударить нападающего и так далее. Просто так получилось, что он большой у нас, он выпрыгнул, забрал мяч на выходе, и вот эти полусогнутые ноги его, и просто получилось, что контакт с нападающим, ну, расценили таким образом, опять-таки. Вот, поэтому хотелось бы нам, конечно, в полном составе проводить матчи для того, чтобы более реализовывать свои командные действия. Вот, поэтому разберем игру, посмотрим и, конечно, подкорректируем кое-какие моменты.
Дагы суроолор барбы? Мен учурган, сиз пенальти учурунда ошондо атаандаштын кайсыл жагына теберин мурда эле билгенсиз. Эсилдедим деп айттыңыз. Эми тренер штаб менен изчайт экенбиз. Нападающийни каяка тебет деп. Суроолор жок болсо кесиптештерге чоң рахмат. Спасибо большое. И с дебютом. Хотел бы поблагодарить еще болельщиков наших, которые сегодня пришли на первый матч, вот от своего имени именно, да, первый мой официальный матч во главе футбольного клуба «Дордой». Вот, очень приятно то, что люди пришли, поддерживали нас, и мы играем для них, и я думаю, что они тоже сегодня оценили, наверное, наш мужской характер, наше терпение и возможность, опять-таки, не удерживать этот ничейный результат, а все-таки искать шансы свои для того, чтобы вырвать победу. Но не получилось. Я думаю, что мы в дальнейшем постараемся их радовать уже и победами. Спасибо большое болельщикам. Чоң рахмат.